С головы сорвал ветер. В общем, установил автоброню. Фирма Elf Eco. Защита 2 миллиметра. Прям вообще, прям броня. Броня! Можно теперь бодаться. Четко. Все. Заместо вот этой порнографии, которая здесь стоит, вот это вот. Ну это еще более-менее еще сохраненное. Бывает вообще разорванные прям в отребье. Но все равно ушек нету. Вот ушек, видите, уже все было на каких-то стяжках. Уже никто на клепках ничего не крепил здесь. И вот это вот эти моменты такие. В общем, всяко лучше. Железо есть железо. Как ни крути. Я считаю, что машина низкая. Машина низкая. Поддоны двигателя, это все дорогое. Вот. Да и где-то просто где-нибудь по колее там пролететь, блин. Всякое это лучше будет, чем с этой пластиковой херней, блин, которая нифига не держит. В общем, как-то так. Все, поменяли масло. Через 5000 ко мне. В принципе, несложно снять ее, поменять. Но сделаем люк, наверное. Вот у нас Миша есть, люк сделает вот такой. Отдельно заедем на это дело. Как-то так, потому что бывают такие заглушки еще пластиковые, их можно проебать просто-напросто. Вот. А железо ты никуда не потеряешь. Как-то так. Ну вот тут есть демпферные такие специальные штуки, чтобы не было вибраций. Вот видите, раз и два, чтобы вибраций не было. Потому что, ну, она такая прям плотная, я вот чувствую, ты ее вообще никак. Ну как ты этот 2 миллиметра железа, как ты его, блин, прогнешь? Бесполезно. Вот это я вот сейчас первую полоску провел ножиком, ну, канцелярским ножом. Чуть-чуть вот красочку взял. А так она, видите, имеет цвет такой интересный. Ну, скоро она, короче, через годик она вся будет тут покоцанная. Если не раньше. Вся будет прям шрамы будут такие ржавые. Ну, по крайней мере, у меня так. Ржавые шрамы. Прям жестко ржавые шрамы. Ладно, вылазим. В общем, хозяин автомобиля прозрел и увидел вот эту надпись, по-моему. Hybrid Engines, видите? 0.20 Syntec. Не надо никакие дорогущие масла иностранного производства покупать. Абсолютно все в этом масле, все есть, все, что необходимо. Присадки, как вы любите, и так далее. Плюс это наш российский продукт офигенного качества. Поставляется, смотрите. Что тут у нас? Русский, английский, казахский, узбекский. Еще кому-то там, у кого очень много нефти. Видите, арабская вязь. Так что, ребята, заезжайте. Будем менять вам масло. Нормальное, хорошее, качественное. Но не больше 6000. Я не рекомендую больше 6000 на нем катать. Как и на любом другом масле. Разницы нет. Ну все, Роман, пойдем расплачиваться. Поменял фильтр, как положено. Вот фильтр. Да. Сейчас заведем, прослушаем двигатель. А, давай еще эти чеки посмотрим. Именно сказать, чтобы ты сейчас заехал и купил эти АБС-ки. Газпалас. Чек ничего не говорит. Пока туда пересаживайся пассажиром. Ага, Рома у нас с подушечками катается. Так, чеки горят по АБС-ке. Сейчас посмотрим, что с какой стороны. Итак, Forget Attack this front. Передний. Speed sensor с левой стороны. Передний левый. Сейчас мы, ну, убирать уберем, но он все равно вылезет, потому что это обрыв. Потому что это обрыв. Если бы что-то тут другое было бы. Дайте-ка. Если бы тут что-то другое было бы, он именно на нее показал. Это электрика, мы уже с этим разбирались с тобой, помнишь? Да, он все равно через 10-20 минут зажгется обратно. Да, он сам иногда появляется и уходит. Да. Все, видите, сейчас он чек, все пропал. Все, ничего нет. Так, что у нас с пробегом-то? Кстати, через тоже 325. Короче, в 330 жду тебя. Угу. Вот. Ну и заодно это отверстие сделаем железное. Давай.
чтобы не было вот Ну это да. постоянно защиту, чтобы не снимать. Так. Тут уже не 320, получается у нас уже 31. 330 будет. Нет, 31 тысяч контрактно считай. Да. 6 тысяч добавить, а 32 тысячи сейчас. Нет, пусть вот сейчас мы обнулили. Я, короче, всегда вот так делаю, ребят, вам тоже на это объясняю. Трип А это трип А, 3Б это масло. Всегда 3Б обнуляйте. Я вот на масле обнуляю. Когда масло поменял, вот видите, 3Б, я его обнуляю и все. А трип А у меня, вот трип А, это когда я, ну, до полной отсечки заливаюсь, допустим, на 2000. И все, тогда я обнуляю трип А. Примерно понимать, сколько я на полный бак проехал. Понимаешь? Ну, это вот такая методика, как бы, пользуйтесь. Не благодарите. Это чего? Вот трип, видишь, трип написано, это вот мы перемещаем А, Б. А вот это, кстати, тоже, кстати, хорошо показывает, вот эта штука. Вот это что такое 421 написано? Это сейчас типа на 421 километр пути у тебя. Бензина есть, да? Ну, якобы, я не знаю, что-то он в Нет. себя верит, по-моему, жестко. А что, я на нем могу сейчас поехать Моху и обратно приехать и еще уехать. Думаешь? Да. 421 Ну, километр. 400 навряд ли, ну, где-то, ну, Но я вот это я тоже 300 ехал. проеду точно. 300 проедешь на полбака? Да. На полбака 300 Да, проедешь. Мне хватает до Нюрки бака полного. Под 40, завязку. 40. У меня, короче, туда-обратно в Нюрку уходит 80 литров. 80 литров, 2 Да. бака, ребята. Да, туда-обратно. А как скорость какая у тебя? 120, 130, 140. Летишь там, да? Ничего, там остановки нету. Все. Видите как? Ну, альфа у меня с Улу, я на Улу заправил, одно деление было. Ты понимаешь, да? Одно деление. Да. Ну, оно еще моргать не начало, но одно деление было. Я 2000 заправил в Нюрке Нюрка. и доехал до Улу. Да, да. И у меня одно вот это деление осталось. Как Ну, раз. Я просчитал, мне, короче, 78, 80. 80 Да, литров, где-то короче. вот. Но потому что это меньше машина, чем Альфа чуть по это Да. самое потяжелее все равно. Потяжелее, у меня там 16 колеса, тут 15 колеса. Кстати, колеса тоже очень много влияет. Да. Чем больше колеса, тем, соответственно, расход больше. У меня даже километраж пиздит по отношению к этому. А, Здесь на 7 километров разница. это плюс или минус? Ну, тут плюс 7 больше показывает, чем А, здесь. потому что GPS может чуть опаздывать. Ну, вот, короче, так. Теперь еще раз. Трипы мы показали. Этот трип только работает только тогда, когда именно вот этот экономайзер работает. А когда вот так, он не показывает, сколько литр на километр. Ты вот так ездишь? Я, да, на этом. Вот так ездишь. Я вот так езжу. А, Ну, правда, по-урусски вот эта схема. да, как Но я на ней, да. Ну, вот 11,2. 11,2. Это да. А у меня сегодня, ну, просто калматил там стоял. Так. Если я поеду, у меня тоже 11,2. 13 у меня будет. У меня будет 13 километров на литре. Ну, потому что я как бы эко-режим вот включаю, как бы тебе объясняю, эко-режим, да. По городу я эко катаюсь, чтобы он не орал. Мы тоже будем на эко на Да. городе ездить. И вот, допустим, ты, если там куда-то приехал, да, объясняю тебе, ты куда-то приехал, ну, у тебя 23 и так уже стоит, да? Да, я не могу, тут жарко было. И так жарко 23. Да я потел сегодня. Так, приехал, кнопку нажал вот эту, Ага. и на одно деление, все. Можешь 21 поставить. Чем меньше ты температуру поставишь, тем она дольше будет стоять на батарее. Да, я понял. Да. Все-таки Prius красивая машина. Особенно задратый, когда родное литье, 15-е. Прям четко. Сейчас еще фары поменяем. Фары поменяем, и мы лампочки классные поставим. Ну а этот, такой же аппарат, такие же проблемы. В общем, защиту тоже поставлю. Пока так, короче. И никак иначе. Ладно, все. Выключаю. Убираю. Два брата-близнеца. Раз, два. Это прям четко.
Питере теперь новый тренд. На входе на заводы и в офисы ставят умные алкотестеры. Проходишь только если дунул в окошко и устройство показало, что человек трезвый. Теперь работникам придется приходить на работу трезвыми и пить только уже в самом цеху.